Добрый день, меня зовут Николай Вайсар, я ученик Бердыгистявской областной гимназии, и тема исследования — выявление признаков оттаивания многолетней мерзлоты в Центральной Якутии. Институт мерзлотоведения фиксирует повышение среднегодовой температуры воздуха в населенных пунктах Якутии от 1,1 до 3,3 градусов за последние 50 лет. Тенденция роста среднегодовой температуры продолжается и сейчас. С увеличением этого показателя все глубже протаивают грунты и активизируются криогенные процессы. Растет температура верхней части мерзлых грунтов. Далее пройдемся по криогенным формам рельефа. Это термокарст, процесс вытаивания линз подземного льда, заключенного в верхней части криолитозоны. Морозобойные трещины — это трещины, возникающие в породах в результате их сильного сжатия при морозах. Дёдя — это небольшие провальные озера в лесу, образующиеся в результате протаивания мерзлоты. Тымка — это аласные озера в начальной стадии развития термокарста, расположенные в водораздельных пространствах. Морозобойные растрескивания — это трещины, образованные из-за температурного сжатия грунта. Беллары — это форма рельефа, которая образует единую сеть выпучивания, образовавшихся от проникновения воды в морозобойные трещины. Для дистанционного исследования использовались приложения Google Earth, Google Maps, Яндекс.Карты, Microsoft Bing Maps, космические спутниковые снимки. Для анализа изменений деградации вечной мерзлоты близ села Бердыгистях использовался беспилотный летательный аппарат БПЛА. Для исследования было выбрано 7 сел, поселков городского типа и городов с населением выше 3000 человек. Это села Бердыгистях, Маян, Нам, Кölь, Барагонцы, поселок городского типа Нижний Бестях и город Покровск. Данная планка обусловлена тем, что в более крупных населенных пунктах влияние человека на близлежащие окрестности наибольшее. Отдаленные села и села с малым количеством населения не располагают достаточной информацией. Каждый участок был проанализирован и дешифрован по следующим критериям: площадь эрозионной зоны, расположение относительно населенного пункта, вид криогенного процесса, примечания, то есть описание специфики участка, и степень возможности остановки негативного развития рельефа. Определены причины появления и предоставлены спутниковые снимки. Таким образом, было проанализировано 25 местностей с видимой через спутниковые снимки активизации криогенных процессов. Вот примеры. Поле у парка культуры и отдыха в селе Бердыгистях, площадь 71 тысяча квадратных метров, расположена к северу от села. Вид криогенного процесса — жильно-полигональное растрескивание со скоплением воды. Примечание: не выражено антропогенное воздействие. Остановить процесс можно комплексным подходом, уравнением земли либо засадкой деревьев. Пустырь позади детского сада Гончари, площадь 100 тысяч квадратных метров, расположена к юго-востоку. Вид криогенного процесса — жильно-полигональное растрескивание. Талия растрескивания наиболее ярко выраженное к северу овальным образованием и скоплением воды. Примечание: долгое время стоял пустырем, в части участка произрастала ива. В последние 20 лет начали погибать в силу уже начавшегося оттаивания межжильных льдов, освободив новые площади под деградацию. Остановить процесс возможно комплексным подходом, уравнением земли, либо засадив лесом. Дешифрировали таким образом космические снимки и применили беспилотные летательные аппараты в селе Бердыгистях. Перед вами карта села с обозначенными на ней участками. Это участки Ырга, Ырга-2, Турнах, пустырь за детским садом Гончари и парк культуры и отдыха. В ходе исследования выявлено, что 5 участков имеются с явным образованием просадки, 3 из которых с активным образованием Беллар и 3 с полигональным образованием. То есть один участок имел сразу 2 криогенных процесса. Общую площадь участков выявили при помощи Google Earth. Площадь составила 1315 тысяч квадратных метров. В других населенных пунктах горного района явно выраженных криогенных просадок не выявлено, а с помощью беспилотного летательного аппарата сняли 2 участка и подтвердили выраженное опучение бугров и полигональный рельеф. Вот эти 2 участка, парк и сад Гончари.
Дешифрирование космических снимков данных Google Earth на предмет выявления оттаивания многолетних мертвых пород на примере улусных центров. Перед вами таблица, где представлены населенные пункты, количество участков в них и площадь просадков. Также указана степень подверженности территории криогенной денудации. Таким образом, не подвержены поселок городского типа Нижний Бестях и село Намцы. Средняя подверженность Бердигистях, Барагонцы, Тыккөл и слабая город Покровск. Сильная же степень в селе Мая. Выявили, что общая площадь просадки грунтов с помощью дешифрирования космических снимков составила 5214 тысяч квадратных метров. По результатам анализа состояния просадок выявили степень денудации территории, подверженной криогенной денудации, сильная степень, село Мая, 2500 квадратных километров. Основным фактором просадки грунтов вследствие таяния многолетних мерзлых пород является антропогенное воздействие человека и биогенный фактор. Это заброшенные пашни, гари, участки мертвых лесов после нашествия сибирского шелкопряда или воздействие инфраструктуры, например, ипподром села Бердигистях. Наиболее распространенным видом негативных криогенных процессов оказалась просадка с возникновением БЛЛАР. Так они замечены во всех подверженных эрозии многолетней мерзлой породы населенных пунктах. Основными причинами их образования стало антропогенное воздействие, либо же оно стало первым шагом для начала просадок. Наиболее выражен из рассмотренных населенных пунктов криогенный процесс в селе Мая Мегино-Кангаласского улуса. Спасибо за внимание.